Сегодня, 3 июня 2022 года, на сайте Север Реалии появилась информация о том, что Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой предоставили гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед Украиной. Об этом в телеграм-канале рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность, за искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации, написал Геращенко. В связи с этим я своим друзьям, в том числе и в Украине, хотел бы рассказать немножко предысторию всего этого. Кто такой Александр Невзоров? И про этого человека, конечно, можно рассказывать. Это старый, матерый, потомственный КГБшник, матерый пропагандон, который снимал видео для того, когда русские террористы в Чечне, Чеченской республике Ичкерия, устраивали бучу по всей республике. Лайт-версию того, что снимал Александр Невзоров, отрезание ушей у трупов, у живых людей, потом которых они убивали русскими фашистами, русским там спецназом, ГРУ и так далее. Было это видео, которое распространялось с отрезанными чеченскими ушами. Также была информация, что Невзоровщина и такие же ублюдки из ФСБ, тогда это было еще и ФСК, отрезали головы чеченцам и вывозили эти головы в Россию и продавали их за $5000. И я не сомневаюсь, что череп, который стоял в многих видео у Невзорова на столе, это череп чеченца, которого они вывезли из Чечни. Ну, это так, о чеченских делах, у чеченского правосудия очень много вопросов к этому преступнику. Я хочу рассказать о украинской стороне этого вопроса и отношения Украины, какие заслуги у Александра Невзорова в установлении мира. Геращенко, я бы сказал, забегая чуть-чуть вперед, отвлекаясь, Геращенко, я бы сказал, что остановить мир достаточно просто поднять руки. А вот победить — это совсем другой разговор. Ну ладно. Так вот, 1 июня 2017 года Амина Акуева, гражданка Украины, защитница Украины, подстрелила человека, который хотел убить ее и ее супруга Адама Осмаева, некого Денисултанова Артура по кличке Динго. Когда Амина подстрелил, этот человек выстрелил, вы все, наверное, украинцы, помните эту историю 5-летней давности. Этот человек выстрелил Адама Осмаева, по-моему, 2 раза. И Амина достала пистолет в машине и обезвредила вот этого террориста и убийцу, наемного убийцу. Когда приехала полиция, задержали террориста Динго, выяснилось, что у него в кармане украинский паспорт. И у него были поддельные документы, которые он получил в Украине же. И встал вопрос, как к этому человеку относиться, как к гражданину Украины или как к гражданину Российской Федерации. И Украине было выгодно, чтобы к нему не приходили представители посольства России в Украине, как иностранному гражданину. Было выгодно, чтобы он оставался гражданином Украины и судить его, чтобы по полной он получил как гражданин Украины. Но русским нужно было сделать так, что этот человек является гражданином России, для того, чтобы можно было ему оказывать какую-то помощь со стороны посольства, посольства России. И не было достаточных оснований считать его гражданином России, и в начале суд Украины, следствие посчитало его как вот этого Денисултанова Артура как гражданином Украины.
И тогда матерый, потомственный КГБшник Невзоров предоставил видео для Украины, в котором Динго был записан на видео, где они там какие-то бандитские разборки в Петербурге обсуждают и там делают какие-то дела. Тем самым было дано подтверждение, что Динго является гражданином России. Потом мы все знаем, что его обменяли на украинских пленных, и он сейчас благополучно живет с пулей, правда, в шейном позвонке, живет в России. Вот кто такой Александр Невзоров, и вот какие заслуги у Александра Невзорова перед Украиной. Чуть ранее, до того, как произошло это событие, Украина выдала Тимура Тумгоева. Евгений Енин, зампрокурора, который подписал указ о выдаче Тимура Тумгоева, защитника Украины, которого вызвали с фронта и быстренько передали, не успевая сообщить адвокату его даже, передали его России, где он получил 18 лет тюремного заключения и находится в тяжелейших условиях. Евгений Енин продолжает работать уже на другой работе, и все у него отлично. И у меня возникает вопрос. В Украине живут, я могу сказать за Бориса Стамахина, человек, который очень много сделал для борьбы с КГБ, с империей, с той самой империей, которая сейчас воюет против Украины. Невзоров же поднимал, укреплял эту империю. Невзоров же укреплял армию, дух ее жестокость, легализовывал и показывал ее в более-менее человеческом свете. Почему так происходит? Почему в Украине украинцы общаются с фашистами Ходорковским, с Каспаровым, имперцем, общаются с разными другими мерзавцами, с Кохами, которые наворовали денег, убежали сюда, в Германию, и живут, ему предъявляют преступление, человек, который имеет миллионы долларов, наворовал и здесь живет, в Германии, вкладывает в недвижимости, Альфред Кох. Эти люди имеют статью перевозки картину стоимостью там, ну, чтобы не ошибиться, 10 тысяч долларов, по-моему, контрабанда, которой занимается ФСБ, кстати говоря, это статья ведения ФСБ. Почему так происходит? Почему Украина, которую защищают чеченцы, уже 3 батальона или 2 батальона, сколько-то там людей, тысячи чеченцев сражаются, и 95% поддерживают Украину. Украина не признает Чеченскую республику Ичкерию, не вводит санкции на защитников, выдает защитников, а людей, таких как Борис Стамахин, Александр Сотник, вот этих людей почему-то мы не видим на украинском телевидении, мы не видим почему-то, что с ними говорят реальных борцов. Я не говорю про чеченцев. Мы могли бы быть очень верными и хорошими, надежными друзьями для Украины. Но почему-то Украина, всячески руководство Украины, отворачивается от этого. Может быть, это связано с тем, что украинский СБУ, украинская, и вооруженные силы, в том числе и летчики, принимали участие в войне против чеченцев, против геноцида, во время геноцида против чеченцев. Может, с этим это связано, может, еще с чем-то связано. Но мне все труднее и труднее понять логику поведения, когда за заслуги для установления, прошу заметить, мира, не победы, мир можно установить, подняв руки и сдавшись России. Будет мир. А вот победа, которая необходима жизни на Украине, вот это другой вопрос. Поэтому странно, что так происходит. Не хочется верить в измену, не хочется верить в конспирологию какую-то очень сложную. Хочется верить в человечность, в мужество, достоинство, благородство.
людей, которые сражаются с абсолютным злом. Да, вооруженные силы Украины у себя пишут, что Чеченская Республика временно оккупирована. И, конечно, это придает мне сил оставаться на стороне Украины. Мне странно, что молчит украинский народ по этому поводу, не высказываются такие резкие вещи. Но, может, кто-то этого не знает, именно поэтому я и записываю это видео, чтобы украинцы понимали, что какие-то странные вещи иногда происходят в высоких кабинетах, властных кабинетах Украины. Ну и заканчивая свой спич, могу сказать: слава Украине, слава Ичкерии.